Необходимую дополнительную сумму на приобретение иностранных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы выделит правительство страны. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, страна пока еще не может обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства. Следить за ситуацией председатель правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Кроме того, глава Кабмина призвал министров рассмотреть некоторые направления государственной программы «Доступная среда». Несмотря на то, что много сделано, у нас остается много вопросов. Первое. Людям с ограничениями по здоровью необходимо создать комфортные условия для посещения не только государственных и медицинских учреждений. Также это и музеи, университеты, туристические комплексы федерального значения. В рамках госпрограммы предлагается поддержать такие организации, соответственно, на конкурсной основе. Второе, надо продолжить создание в регионах базовых образовательных организаций в рамках формирования системы инклюзивного профессионального образования. Третье, нужно, чтобы как можно больше детей с ограничениями по здоровью занимались в кружках, в секциях. И к 2025 году до 75% таких детишек должны быть охвачены занятиями. А также, чтобы они могли ездить в детские центры отдыха и оздоровления.